Министр иностранных дел Китая Ван И, присутствовавший на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, еще раз повторил грубую китайскую ложь о геноциде уйгуров. Министр иностранных дел Китая Ван И принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что приоритетом Пекина является построение безопасного мира. В своих заявлениях Ван И раскритиковал подход некоторых стран Китая в духе холодной войны. На Мюнхенской конференции по безопасности в этом году Ван И вел себя не так, как в прошлом году, прямо защищая геноцид, совершенный Китаем против уйгуров. Ван И утверждал, что некоторые политические силы сфабриковали слишком много лжи в международном сообществе по вопросу Восточного Туркестана. Он утверждал, что геноцид уйгуров является полной ложью. В ходе одновременной операции задержано 6 подозреваемых в Стамбуле, которые работали на китайскую разведку, собирали и передавали информацию о своих связях с уйгурскими активистами. Работа по задержанию еще одного подозреваемого продолжается. В рамках расследования, проведенного Управлением по расследованию терроризма и организованной преступности Генеральной прокуратуры Стамбула, было выявлено 7 подозреваемых, которые проводили переговоры с представителями разведки КНР, собирая информацию о высокопоставленных лицах Восточного Туркестана, проживающих в Турции, а также об ассоциациях и организациях Восточного Туркестана, действующих в Турции. В ходе операции, проведенной вчера утром в Стамбуле, были задержаны 6 из 7 подозреваемых, продолжаются работы по поимке 7-го подозреваемого. Уйгурские организации, собравшиеся по случаю Международного дня родного языка, подчеркнули важность уйгурского языка, заявив, что язык, который является основным средством передачи культурного наследия из поколения в поколение, должен быть сохранен, изучен и улучшен. По случаю Международного дня родного языка, состоявшегося 17 февраля в конференц-зале Стамбульского университета Сабахатин-Заим в сотрудничестве с Фондом Уйгурской академии и Комитетом по родному языку уйгуров, были проведены литературные и художественные мероприятия на тему «Любовь уйгуров к родному языку». В мероприятии приняли участие многочисленные учителя, студенты, исследователи, представители уйгурской молодежи и родители из Стамбульского фонда Уйгурской академии и Комитета по родному языку уйгуров, образовательного центра Тагнури и Elite Education. На мероприятии были представлены различные демонстрации уйгурской молодежи, в том числе чтение песен и стихов, связанных с уйгурским языком и литературой. Саудовская Аравия призвала к реформе Совета безопасности ООН после того, как США отклонили проект резолюции, представленный с просьбой о прекращении огня в секторе Газа. На законопроект, представленный Алжиром, предусматривающий немедленное прекращение огня в Газе, Соединенные Штаты наложили вето. Законопроект, против которого Великобритания воздержалась, был принят 13 странами. Австралия объявила, что выделит дополнительно $7 миллиардов США на удвоение и модернизацию своего военно-морского флота. В заявлении Министерства обороны отмечается, что ВМФ получит 26 надводных боевых кораблей, в том числе 3 эсминца ПВО класса «Хобарт» с обновленными средствами противовоздушной обороны и наступательными возможностями. Австралия подписала соглашение AUKUS в октябре 2021 года, предусматривающее сотрудничество США и Великобритании в области технологии атомных подводных лодок на фоне растущего военного присутствия Китая. Владимир Путин заявил, что Россия выступает против размещения ядерного оружия в космосе, заявив: «Мы всегда были и сейчас категорически против размещения ядерного оружия в космосе». На пресс-конференции в Москве Путин выступил с заявлениями в связи с появившимися в американской прессе утверждениями о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.